Новый год сегодня встретили в Коми-округе. Согласно древнему календарю, он наступает не 1 января, а 20 марта. В честь этого, несмотря на огромные сугробы в лесу, собирают можжевельник, а на деревьях развешивают блины. Угощение для медведя. Диковинные обряды своими глазами увидел Дмитрий Буланов. А медведю носили. Он долго спал, ублажали, задабривали. На деревьях в лесу сегодня можно увидеть самые разнообразные изыски национальной кухни. На березах блины, кулиги, пироги. По словам Константина Пономарева, это один из обрядов встречи Коми-Пермяцкого Нового года, который отмечается 20 марта. В праздновании Нового года неделя до 20 марта и неделя после. То есть в этот период медведь все-таки встает. Все начинается с угощения для дикого зверя. Считается, что после долгой спячки медведь будет ему рад. У многих народов в старину было принято отдавать первый блин комам. Ком в переводе с древнеславянского означает «медведь». Уже со временем считается, что эта пословица претерпела изменения, и сейчас она звучит как «первый блин комам». Ученые связывают Новый год финно-угорских народов с древним охотничьим промысловым календарем. Он ведется со дня весеннего равноденствия. Здесь вместо месяцев 9 периодов. И первый как раз связан с медведем. Охотники начинали свой охотничий сезон именно в этот период. И вот считалось, что вот с этого начинался новый сезон, Новый год. По словам местных жителей, этот праздник давно позабыт, широко не отмечается. Только немногие помнят некоторые обычаи. Один из которых обязательно угощать семью и соседей блинами. И это несмотря на то, что у православных идет Великий пост, и это угощение попадает под запрет. 20 марта стол должен быть очень богатый. Все должно быть. Что в доме есть, ничего не жалеть и все на стол вложить. Хозяйки в этот день выходили в лес за можжевельником. Собирались ранним утром, так как путь не близкий. Чтобы найти растения, порой приходилось преодолеть по несколько километров по глубокому снегу. Носят домой как оберег. От порчи, со скотом ничего тут плохого не было. Вечером принято убирать из дома в чулан валенки, шубы и зимние шапки. В завершении нужно обязательно помыться в бане. А после всего собирались за столом. Блины же для медведя так и остаются в лесу. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь.